Люди знали, за кого голосуют. Все они были понятны. Я не сейчас каждого начну отдельно говорить. Это, каждый имел опыт соответствующий и партийной, и комсомольской, и хозяйственной работы, и общественной работы. Просто так вот хороший человек или наш однофамилец не было. Поэтому мы имели такой результат. Вы понимаете, от качества парламента зависела тогда судьба нашего государства. Они реализовали его 100%. Все оказались и хозяйственными, и великолепными политиками, и внешней политикой, и внутренней политикой. Везде Владислав Григорьевич отправлял депутатов, везде решались вопросы. Вот что такое качественный парламент, который зависит от опыта личности. Сегодня, знаете как, всех нас тревожит будущее. Мы смирились, честно говоря, вот я смирился, что с этим невозможно бороться, пока вот есть такое понятие, как синдром Сидония Полинария. Да, вот греческий там писатель или философ был, когда общество или лень не сознают опасность, пока оно не грянет. Даже есть такой вот философ современный, значит, он, по-моему, сирийского происхождения, Насим Талеб в Америке написал, есть такое известное выражение «черный лебедь». Да. Вы понимаете, как вот у меня есть чувство того, что мы вот в этом режиме, я понимаю, почему кто-то не хочет одну систему менять. Психология такая чиновника, человека, он не хочет выходить из зоны комфорта. Он привык к одной системе, эту систему настолько они изучили, понимаете как, и хотят, не хотят менять его. Везде какие-то страхи, риски. Если мы ничего не поменяем, у нас ничего не поменяется. Мы будем иметь тот же результат. Сегодня не просто так же такая вот очень солидная, опытная люди пришли здесь, которым, не безразлично. Все видят какой-то, знаете, какие-то методологии предъявляют, предлагают, как поменять ситуацию, чтобы улучшить качество парламента. Есть предложение, хорошо по партийным спискам, вот поработали, здесь есть молодые ребята, колоссальную работу сделали, форум, и дальше что? Сейчас к этим выборам уже это... И до этого это было. Мы всегда так говорили, Сергей Миронович. Я помню, когда вот вы тогда еще, инициатива ваша была, предлагали, вот с этого созыва у нас пойдет по партийным спискам. Так оно и осталось. Все говорят, нет, и следующий то же самое будет. Понимаете, я не знаю, пока какой-то у нас крах не произойдет, мы ничего, наверное, не поменяем. Вот. Потом предложение было возрастное, как бы компромисс, если партийный хотя бы возрастной. Ни один из вариантов не проходит. Понимаете, как сегодня, Сократа, я не знаю, кто сказал, это правило игры, по каким законам жить, государство определяет наш парламент. Парламент – это самый главный орган в государстве, самый важный институт, который создает законы. Закон – это правило игры. От этого зависит и успех, и будущего нашего государства. Если человек, вы извините меня, я свое мнение говорю, если кого-то обижаю, не знаю, я буду говорить, как я думаю, человек, который в жизни 1 рубль не сдал в бюджет государству за работу, не создал ни одного рабочего места, вообще не имеет никакого опыта работы, он будет писать качественные законы или контролировать качественные законы. Это в советское время нам нужны были, нам партийная система была, партия руководила всем, это была как, знаете, как ширма, вот есть у нас парламент, Верховный Совет, подняли руки, сегодня не та ситуация. Сегодня все должны чувствовать меру ответственности, ситуация какая вокруг нас, что творится в глобальном мире. Мы должны представлять, что такое вообще глобальное управление. Есть такие методологии сегодня, так называемые надгосударственные управления. Как они, эти механизмы работают, как противостоять этим механизмам. Мы когда будем знать, что от нас хотят, те, кто нами управляет, тогда мы можем противодействовать. А если так идти по инерции, то у нас результата не будет. Все, знаете, как меня очень беспокоит, все движения, все это как-то опровергается. Валерий Дмитриевич, я колоссально уважаю вас, вы как и ученого, и патриота, Дара Джабау Бахет Загилаха,
Я не разделяю ваше мнение, что вот, партийная система может вызвать какую-то, значит, опасность, да, национального характера. В это я не верю. Это нереально, оно не будет работать, каждый один человек не возьмется вообще, даже мысль такая не придет. Это теоретически можно, да, предположить, но реально не получается. Когда мы, Сократ Рачев, прекрасно вы знаете, после вашего созыва, когда мы новый парламент, да, второй парламент, да, собирали, правила игры же сохранились. Все были представлены нашим, и греки были, и армяне были, и русские были. У нас по умолчанию было сказано о кругах, где абхазцы не должны выдвигаться. И грузины были с и грузины были, да, и Агудзерский там, скажем. А потом в 2000-х годах, когда дальше мы решили, что вообще кроме нас никто не имеет права быть поэтом. Все эти правила по умолчанию, которые соблюдались, они были уничтожены. И сегодня мы к чему пришли, вы все видите. Поэтому я считаю, знаете как, это тоже вот как, да, как мечта или как понимание, я не знаю, но депутат вообще вот великий китайский народ, да, который создает уже новую цивилизацию, становится новым конкурентом, серьезным конкурентом, да, той же Америки. У них изначально было так, у них было 5 ветвей власти, если я не ошибаюсь. Там обыкновенные 3 власти. У них идет и контрольная власть, не контрольная палата, а власть реальная. И 5-я власть – экзаменационная власть. Человек, который не прошел экзамен по каким-то, да, параметрам, он не имел права ни депутатом, ни занимать какую-то чиновничью должность. Но не бывает чуда. Человек, мы, прежде чем прошел хотя бы какую-то, скажем, комиссия какая-то, понятно, по нашим законам нельзя. Вот комиссия рекомендует, что этот товарищ готов стать депутатом. А вот про этого мы не можем это. Тогда народ хоть будет выбирать. Сейчас мы выбираем один по критерию подбора людей. Я же вижу сейчас, я слушаю люди, что говорят, ну хотя бы дорогу нам сделает, мы за него проголосуем. И все. Это же мы сделали это с нашим народом. Мы думали, что нам так легче будет.